Доброе утро, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24 и НВК «Саха». Это «Утро Якутии». И сегодня с вами встречаем его мы, Павел Танин и Дарья Анкехова. Да, у нас, как по традиции, всю неделю мы встречали утро именно так, бодро, позитивно, информативно и полезно. Сегодня мы от этой традиции отклоняться не будем. И последнее утро рабочей недели мы также проведем с большим объемом хорошей, интересной и веселой, ну, в том числе веселой информации. Ну, мы, во-первых, да, немножко проанонсируем, узнаем об отдыхе в Тампонском районе, но самое главное, мы сегодня свяжемся непосредственно с, наверное, с городом, куда сегодня будет приковано максимальное внимание всего мира. Это Токио, это Олимпийский Токио, и прямо у нас будет прямое включение. Мы узнаем, как там последние часы перед открытием Олимпиады проходят. Ну и, конечно, по нашей доброй традиции, каждую пятницу мы рассказываем о полезных завтраках. Обязательно сделаем зарядку. Также мы узнаем самые последние актуальные новости. И завершит наш эфир, конечно, живая музыка на нашей крыше. Да, ну, перед тем, как мы начнем, нужно напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и у вас всегда есть возможность передать свои приветы, кого-то поздравить, просто пожелать всей республике доброго утра при помощи нашего WhatsApp. Номер его вы видите на своих экранах, я его повторю еще, 8 914 273 4488. Ну а также у нас работает постоянно инстаграм-страничка. Туда вы можете отправлять также свои пожелания, возможно, идеи, возможно, пожелания, что бы вы хотели увидеть в наших эфирах. Ну или просто отправить замечательные фотографии своего лета, возможно, эмоции своих детей, родственников. И, возможно, вы станете участником нашего утреннего эфира. Да, ну а прямо сейчас имеет смысл узнать, что же можно ждать сегодня от погоды. Поговорим о ней. В 6 часов утра в центральных районах температура воздуха была на отметке 15 градусов тепла. В Заречной группе плюс 18, плюс 13. В южных районах 18-17 градусов со знаком плюс. В Вилюйской группе Улусов плюс 17, плюс 15. В Нижнеленских 14 градусов тепла. В западных районах 17-16 выше 0. В Колымо-Индигирской группе Улусов 14, плюс 5. В Янских районах плюс 13 градусов тепла, на северо-западе 14-9 градусов со знаком плюс. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 17 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 29 градусов. Что ж, а теперь пришло время рассказать о событиях, произошедших в республике и за ее пределами. На связи наш новостной обозреватель Сергей Михедов. Павел, Дарья, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Вашему вниманию дайджест новостей на сегодня. Подешевеют авиаперелеты внутри Дальнего Востока. Стоимость перелета внутри ДФО составит от 2200 рублей до 11 тысяч в одну сторону. На субсидии авиаперевозок по социально значимым маршрутам на Дальнем Востоке правительство выделило 1,5 миллиарда рублей. Просубсидируют рейсы по 20 наиболее востребованным направлениям, в том числе Хабаровск-Якутск. А каждый 7-й ипотечный кредит в ДФО выдан по программе «Дальневосточная ипотека». За 5 месяцев текущего года рост ипотечного кредитования на Дальнем Востоке в целом составил 33% к аналогичному периоду 2020-го. Всего выдано более 31 тысячи кредитов. Наиболее активно программа «Дальневосточная ипотека» реализуется в Приморском крае, Якутии и Хабаровском крае. Якутия вошла в список регионов, наиболее близких к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Всего в списке 17 регионов. Это Санкт-Петербург, Тува, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Якутия и другие. По ее словам, 80% уровень иммунитета в этих регионах может быть достигнут уже к 1 ноября.
В российские паспорта разрешили не вносить информацию о браке и детях. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин. По желанию гражданина в паспорте будут ставить отметки о ранее выданных и действующих загранпаспортах, а также данные об ИНН, группе крови и резус-факторе, которые и ранее отмечали в таком режиме. Для жителей Якутии открыта запись на обучение IT-профессиям. Получить IT-образование могут граждане России старше 16 лет. Учеба проходит в онлайн-формате. Половину стоимости компенсирует государство. Ведущие образовательные организации открыли запись на направление разработка мобильных приложений, Java-разработчик, бизнес-аналитик в IT и другие. Проект состоит из курсов, которые чаще всего выбирает молодая аудитория. Миноборнауки страны отмечает большой интерес обучающихся к программе студенческого туризма. Глава ведомства Валерий Фальков сообщил, что на портал studturism.rf заходят по 3-4 тысячи человек в день. По программе студенческого туризма путешествующие по России, обучающиеся в период летних каникул, смогут проживать в кампусах и общежитиях вузов по доступным ценам. Она продлится до 25 августа. Теперь переносимся в Якутию. Движение транспорта по улице Советская в Мархе временно ограничат сегодня с 12 до 18:00. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Якутска. Это связано с проведением работ по укладке футляров и устройства инженерных сооружений на участке улицы Советская, 13. В селе Амга отметили лучших спортсменов игр Манчары, а также победителей и призеров Исахаулонхо. В 21-х играх Манчары честь Амгинского улуса защищали 60 спортсменов. По итогам сборная команда заняла 7-е почетное место и завоевала 21 медаль. Всех призеров и победителей наградили почетными грамотами и денежными сертификатами. Спортсменов, которые достигли высоких результатов в 21-х играх Манчары. Вот, сегодня собрались наши победители и призеры. Сегодня мы вручим им денежные сертификаты. Да? Вот. Ну, сегодня из-за коронавирусной инфекции сегодня это будет в основном онлайн мероприятие. Сегодня через инстаграм-страницу администрации вся население нашего улуса посмотрит своих героев. И завершим выпуск темой погоды. Жара ожидается в Якутии в августе. Температура почти по всей территории республики ожидается выше нормы на 1-3 градуса. Также после дождей, которые придут в регион в ближайшие дни, вновь установится жаркая погода. В частности, в центральных и северных районах, сообщает Управление гидрометеослужбы. К этой минуте у меня пока все. Подробнее о новостях расскажем в течение дня. Даша, Павел, возвращаю вам слово. Спасибо большое, Сергей, за подробную информацию по поводу самых актуальных и главных новостей этого дня. Да, мы тоже немного полезной информации для жителей города Якутска по традиции добавим. Речь идет, опять же, об ночных отключениях водоснабжения, которые проводятся для того, чтобы провести промывку и дезинфекцию сетей водоснабжения. Это делается для того, чтобы в зимний период все хорошо было с этой системой. В общем, подготовить ее к нашим суровым зимам. С 10 часов вечера до 23 июля до 6 часов утра 24 июля воды не будет в 28-м квартале и 122-м квартале города Якутска. Работы по промывке и дезинфекции в этих кварталах будут проводить Якутская ТЭЦ, а также компания «Теплоэнергия». Ну а сейчас самое время для кого-то, возможно, только подняться с кровати и заняться той самой зарядкой. Доброе утро. Меня зовут Евгений. Я фитнес-тренер. Сегодня мы проведем тренировку на все тело для заряда бодрости на весь день. Начнем с разминки. Первое упражнение – шаг в сторону с подъемом рук вверх. На вдох делайте шаг в сторону и поднимайте руки вверх. На выдох вернитесь в исходное положение. Выполняем 45 секунд. Второе упражнение – поднос бедра. Выполняем 45 секунд на каждую ногу. Меняем ногу.
Следующее упражнение – велосипед. Ложимся на спину и поочередно подтягиваем ноги к корпусу, имитируя вращение педалей велосипеда. Выполняем 45 секунд. Следующее упражнение – отжимание с касанием рукой плеча. Поставьте руки шире плеч. На вдох опуститесь вниз. На выдох вернитесь в исходное положение и коснитесь рукой плеча. Выполняем 30 секунд. Следующее упражнение – раскладушка. Сядьте и упритесь руками в пол, вытянув ноги перед собой. На выдох подтяните колени к корпусу. На вдох вернитесь в исходное положение. Выполняем 30 секунд. Хорошо задействуют мышцы корсета и пресса. Следующее упражнение – бёрпи. Встаньте в упор лежа и на выдох окажитесь в положении приседа. На вдох вернитесь в исходное положение. Бёрпи – это одно из самых тяжелых комплексных упражнений, но в то же время одно из самых эффективных для снижения жировой прослойки и для повышения выносливости. Заключительное упражнение – это планка. Встать в упор на локти так, чтобы ваше тело образовало одну линию. Стоим 45 секунд. Закончили. На этом мы закончили нашу утреннюю зарядку. Всем желаю здоровья, занимайтесь спортом. Желаю хорошего дня. Всем пока. Ну а кто вот действительно не пропускает зарядку, вероятно, никогда вообще в своей жизни, это, конечно же, спортсмены, члены олимпийских национальных сборных, потому что они всю жизнь, ну фактически Олимпиада, это для любого спортсмена самое главное вообще выступление, соревнование в его спортивной карьере, и к этим событиям они готовятся долгие-долгие годы. Олимпиада в Токио обещает быть не только самой долгожданной, но и необычной, возможно, для многих любителей Олимпиад. Ведь свою лепту внесла, конечно же, коронавирусная инфекция. Давайте посмотрим, какие еще интересные факты у нас есть об Олимпиаде в Токио. Церемония открытия Олимпийских игр в Токио станет самой странной и неоднозначной из тех, что были когда-то показаны по телевидению. Огромный национальный стадион, построенный именно к Олимпиаде, во время самого яркого действа игр останется без зрителей. А парад спортсменов, главная часть любой церемонии, пройдет перед пустыми трибунами. Хотя зрители на стадионе все же будут. Это представители Международного и национальных олимпийских комитетов, официальные лица. Освещать Олимпиаду будут 16 тысяч журналистов из 200 стран мира. Их присутствие регулируется строгими правилами. В частности, им запрещено пользоваться общественным транспортом в течение 14 дней после въезда в страну, а также журналисты обязаны заранее уведомить организаторов о запланированном графике освещения тех или иных мероприятий. Однако уже сейчас выявлено более десятка случаев заболевших ковид. Новые инфекции выявляет многоуровневый режим экспресс-тестирования. Сторонники проведения игр утверждают, что растущее число случаев подчеркивает эффективность системы. Не существует такого понятия, как нулевой риск. Мы все согласны с этим. В то же время смешение и пересечение населения невероятно ограничено. Россию на играх представит 335 спортсменов. Якутяне, к сожалению, не попали в состав российской команды, однако путевку на Олимпиаду получил борец вольного стиля Аял Лазарев, который будет выступать за Кыргызстан. Сейчас он проходит подготовку во Владикавказе. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены будут выступать как команда Олимпийского комитета России. Министр спорта России Олег Матицын заявил, что запрет выступать с государственным флагом и гимном не сказался на настроении олимпийцев. Наша общая задача, реально общая задача, сделать так, чтобы мы, несмотря на кольца, да, символы олимпийского движения, и что вроде флага нет, гимна нет, но я абсолютно уверен, что никто наш флаг и никто наш гимн у нас не отнимет. Страна восходящего солнца в 4-й раз принимает Олимпийские игры. По традиции программа открытия держится в строгом секрете. Однако чего-то сногсшибательного ожидать вряд ли стоит. Японцы решили не тратить много денег на организацию церемонии открытия, да и вообще стараются экономить на Олимпиаде. Российские зрители могут увидеть прямую трансляцию церемонии открытия Олимпиады в Токио сегодня с 14 часов по московскому времени.
Ну, собственно, в этом году, да, как было уже сказано, российской сборной под названием «Сборная России» на Олимпиаде не будет представлена. Возможно, из-за этого меньше будет зрителей из России наблюдать за непосредственно соревнованиями. Тем не менее, там будет 3000 спортсменов. Это достаточно огромное количество. И кто-то будет наблюдать за видами спорта непосредственно. Вот, Даш, ты что-то предпочитаешь? Ты знаешь, Паша, я, скорее всего, посмотрю обязательно открытие и закрытие Олимпийских игр, потому что вот для меня чисто визуально вот эта масштабность, картинка красивая. Ну, я стараюсь всегда смотреть обязательно открытие и закрытие Олимпийских игр. Ага. Ну, а я подожду еще год до зимней Олимпиады, посмотрю хоккей, потому что мне нравится больше всего этот вид спорта. Но тем не менее, да, открытие это, в принципе, и закрытие. Это вот вещи, которые, ну, даже люди далекие от спорта, как правило, они смотрят эти вещи. Но очень захватывающие схватки, мне кажется, по такому виду спорта, как дзюдо. Ну, тогда можно добавить и бокс, и прочие единоборства. Единоборство тоже, да, достаточно зрелищное, учитывая, как в последнее время популяризируются вот эти все боевые искусства, бои без правил и так далее. Ну, а мне вот на данный момент очень интересно, какая же атмосфера царит сейчас в Токио, как... Буквально за несколько часов до открытия. Да, действительно, как переживают люди этот, знаете, такой знаковый момент в жизни каждого японца. Да, и прямо сейчас с нами на связи из Олимпийского Токио наша землячка Вида Ефремова. Вида, доброе утро, слышишь ли ты нас? Доброе утро, Дарья, Павел. Здравствуйте, Уважаемые Вида. телезрители. Обратите Я внимание... нахожусь сейчас на берегу Токийского залива, а сзади меня Олимпийская деревня. Ну вот, собственно, это вот уже это олимпийский объект. А вопрос, олимпийская деревня, я вижу, что мост, да, она через залив находится. Это остров какой-то? Да, верно, остров искусственный, и район, в котором расположена Олимпийская деревня, она полностью огорожена в связи со строгими антиковид правилами. То есть попасть Поэтому- туда простым жителям невозможно? Верно, это максимально близкая точка, где я могу находиться и показать для вас Олимпийскую деревню. Сколько часов осталось до открытия Олимпийских игр? Буквально часов 12, 8 часов вечера по токийскому времени состоится открытие. Ну и сейчас уже есть люди, которые вот стоят примерно рядом с вами и уже занимают те самые такие места, или же все-таки контролируется, и люди не имеют права там стоять? Вот где стоите сейчас вы? Церемония открытия состоится в центре Токио. Это где-то в получасе езды от того места, где я сейчас стою. И как вот заранее, где-то месяца полтора назад, уже территорию вокруг этого стадиона, главного стадиона, закрыли, и доступ туда для простых людей закрыт. Но я планирую этим вечером добраться максимально близко и встречать, смотреть церемонию хотя бы вот так, со стороны. А вообще, с каким настроением сегодняшний день встречают токийцы? Как-то уже вот ощущается это предвкушение, что меньше суток остается до открытия? На самом деле проведение Олимпиады стояло на волоске, потому что жители Японии разделились напротив и за Олимпиаду, поэтому это довольно щекотливая тема. Некоторые ждут это с нетерпением события, а некоторые сейчас отмалчиваются, как вы все знаете, из-за карантина и ковид. Вида, а скажи, пожалуйста, какая погода царит у вас сейчас и благоприятна ли она для спортсменов? Вот я смотрю, у вас там яркое солнышко. Верно, солнце очень яркое. В Токио стоит устойчивая жаркая погода, 34-35 градусов, но из-за влажности ощущается все 37-38. Надеюсь, наши спортсмены переживут такую жару, и им не будет проблем заниматься и тренироваться при такой погоде. А какие-то специальные ограничения, ну вот прям вот специальные для жителей Токио ввели? Потому что мы слышали, что даже обустроили какие-то специальные полосы для движения транспорта. Есть такое, ну вот, к примеру, этот мост, он полностью закрыт, и на самом деле, когда я езжу домой, мне удобно было по этому мосту, сейчас приходится немножко объезжать. А по поводу других правил, каких-то строгих ограничений нет. Японцы, токийцы живут привычной жизнью, и ничего нового нет. Ну вот возвращаясь к моему вопросу про специальные полосы именно для олимпийского транспорта.
Они есть, да, и на них наклейка «Токио 2020». А вообще, вот, много ли ты видишь туристов, да, допустим, все-таки же есть люди, которые вот прям ездят, да, и вообще открыта она, и существуют ли какие-то ограничения на въезд в Японию? Япония уже второй год стабильно держит границы закрытыми, и сейчас практически нет ни туристов, ни приезжих. Даже те, кто живут в Японии, им сложно попасть обратно в Японию. Поэтому, да, японцы, я не знаю, когда еще планируют открывать границы, но пока вот стабильно закрыто. Только журналисты, только олимпийская команда приехала, и вот их поддержка. Вот вопрос такой, мы как раз перед нашим разговором с Дарьей обсуждали по поводу любимых видов спорта. Что конкретно ты будешь смотреть, может быть, какие-то именно виды спорта, кроме открытия-закрытия? Это вещи, которые, в принципе, смотрят все. И, в принципе, в Японии что именно популярно среди видов спорта? Про себя, если лично говорить, то я, наверное, не к какому-то виду спорта сильно не приковываю внимание, буду смотреть всего потихоньку, понемногу, что получится, а супруг у меня будет смотреть это вольную борьбу. А у японцев, наверное, вот, как Дарья говорила, дзюдо. Здесь дзюдо пользуется спросом, это национальный вид спорта. И, наверное, будут японцы смотреть дзюдо. Вида, но давай телезрителям немножечко расскажем, как давно ты уехала на постоянное место жительства в Японию и почему выбрала именно эту страну? Японский язык я изучала еще в студенчестве, закончила университет СВФУ по специальности филолог японского языка и литературы. В Японию мы переехали с семьей 10 лет назад, и где по сей день проживаем. У нас есть сын, который посещает японскую государственную школу, нынче он в 5 классе, поэтому жизнь у нас довольно здесь уже, как говорят, у нас жизнь уже здесь То есть ты уже устоялась, как да. местный житель, да, практически? Ощущаешь себя уже совершенно местной? Сейчас на меня люди, проходящие, косятся, потому что я в футболке и стою на камеру, разговариваю. А так, да, я за местных схожу. Кстати говоря, про футболки я вот немножко подзабыл, упомянула или ты нет. У тебя футболка с олимпийской символикой. Верно, да. Круг изображает Олимпийские игры, а полукруг изображает логотип Паралимпийских игр. Сейчас как бы Олимпийские начнутся, вот. Да, ну и Паралимпийские тоже как бы по традиции пройдут там, где проходят Олимпийские игры, то есть тоже в Токио. Да, игры продлятся с 23 по 8 августа. Самые жаркие дни, поэтому мы все с нетерпением ждем, волнуемся, будем болеть за нашу команду, за нашу сборную. Также я бы хотела сказать, уважаемые зрители, что у вас есть возможность через сайт Олимпийских игр помочь поддержать свою сборную. Если есть кнопочка специальная, где вы можете послать аплодисменты. Это все подсчитывается со всей точки земного шара и будет отображаться на экране, и ваши любимые спортсмены могут увидеть вашу поддержку. Ой, Вида, спасибо большое. А будет какой-нибудь приз зрительских симпатий для спортсменов? Было бы хорошо. Да. Давайте Вида, я ну что, немножко спасибо покажу. большое. Я, пользуясь случаем, скажу тебе спасибо на японском языке. Я немного... Аригато, Вида. Ну и от тебя, Супер, пожалуйста, да. пожелай на японском языке всем своим землякам, зрителям телеканала Якутия-24 НВК Саха на японском языке пожелай здоровья, счастья и, конечно же, доброго утра. Минасан, охайо гозаймасу. Ицумо аригато гозаймасу. Ёрошку онегайшимасу. Вот так. Вот так вот. На позитивной ноте, Вида, спасибо большое, что рассказала нам Спасибо. о олимпийской атмосфере. Конечно, тебе всего самого наилучшего. Привет твоей семье. Ну и, конечно, мы ждем тебя на родной земле. Пока-пока. Вот, ну, между прочим, так, для справки, в Токио сейчас ровно столько же, сколько у нас в Якутске, 7 часов
25 минут. И то у нас 1 часовой пояс. Токийцы уже вовсю просыпаются, учитывая, что они очень... Вообще, ну, стереотип такой. Я как бы в Японии не жил, не могу сказать точно, но слышал, что все японцы очень трудолюбивый народ. Поэтому, наверное, в это время они уже все на ногах, готовы побеждать этот день. И, скорее всего, либо завтракают, либо уже это сделали. Но действительно, завтрак вообще это самый важный прием пищи для человека. От того, как и главное, чем позавтракает человек, напрямую зависит весь его последующий день. Да, вот один из таких, наверное, популярных, ну хотя бы известных завтраков в России, это, конечно же, драники. Но мало кто знает, что у французов есть тоже картофельное Аналог. блюдо. Оно очень похоже на драники, но называется оно картофель росси. Именно его сегодня для нас приготовит шеф-повар Денис Мифтахов. Доброе утро. Меня зовут Денис Мифтахов, я шеф-повар Ринабо. А сегодня будем готовить картофель рости с лососем слабосоленым и листьями салата. Картофель рости это похож на наш драник, только немножко другая терка. Вот, яйцо пашот, лосось слабосоленый, ну и все, в принципе, ну и украшения. Вот. Так, для начала мы натираем на корейской терке. Это один из моих любимых завтраков. Так, картофель натерли. Дальше мы его немножко посолим. Перец и крахмал. Буквально чайная ложка с горкой. Перемешиваем. Включим нашу плитку сразу, нагреваем сковороду. Масло растительное. Раскаляем сковороду и жарим на среднем огне, чтобы у нас драник не сгорел. Драники готовят у нас, там яйцо добавляют. Вот. А это французский драник, можно сказать. Мне больше нравится такая версия, потому что ничего лишнего. Яйцо, оно придает более такой омлетистый вкус. А так можно добавлять что угодно вообще в картошку. Мясо, там, морковка, зелень. Даже рыбу можно добавлять. Драник мы пожарили. Сейчас он нам от масла на салфеточке промокнет. Дальше мы будем варить пашот. Так, пашот яйцо готовится несколькими способами. То бишь, есть способ, когда добавляется в воду немного соли и уксуса 9%. И яйцо отсаживается на туршлаке, чтобы стекла жидкость лишняя. Размешивается воронка и вливается сюда яйцо. Ну, в мешочек оно же, да, и получается такой мешочек. Мы делаем проще, да, но чтобы в ресторане нужны заготовки, время экономить, мы делаем вот таком целлофановом пакетике, там масло растительное или оливковое. И заворачиваем вот такие вот шарики, потом варим. Здесь плюсы какие? Всегда ровное яйцо. Не надо уксус, не соль, все. Просто посолили сразу там, масло, все, чтобы она у нас хорошо слезла. Так, водичка закипает у нас. Все. Ну, сделаем 2, да, яичка. Все, попробовали. Так, подготовим пока, да, сервировку. Возьмем немножко горошка, редиса. Так, зелень, лист салата. Раскладывать ничего не надо вот так, как некоторые делают, там, лист салат, как ковер. Главное нам объем, да? В ресторане нужен объем. Лосось мы посыпем землей из маслин сушеных. Ну, маслины сочетаются с рыбой и очень хорошо будет. Так, ну все. Работаем. И немножко перца. Немножко сдобрим маслом петрушки. Приятного аппетита! Мы
уже преодолели экватор нашего утреннего эфира, и самое время передать слово нашему новостному обозревателю Сергею Михедову. Павел, Дарья, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Вашему вниманию дайджест новостей на сегодня. Подешевеют авиаперелеты внутри Дальнего Востока. Стоимость перелета внутри ДФО составит от 2200 рублей до 11 тысяч в одну сторону. На субсидии авиаперевозок по социально значимым маршрутам на Дальнем Востоке правительство выделило 1,5 миллиарда рублей. Просубсидируют рейсы по 20 наиболее востребованным направлениям, в том числе Хабаровск-Якутск. А каждый 7-й ипотечный кредит в ДФО выдан по программе «Дальневосточная ипотека». За 5 месяцев текущего года рост ипотечного кредитования на Дальнем Востоке в целом составил 33% к аналогичному периоду 2020-го. Всего выдано более 31 тысячи кредитов. Наиболее активно программа «Дальневосточная ипотека» реализуется в Приморском крае, Якутии и Хабаровском крае. Якутия вошла в список регионов, наиболее близких к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Всего в списке 17 регионов. Это Санкт-Петербург, Тува, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Якутия и другие. По ее словам, 80% уровень иммунитета в этих регионах может быть достигнут уже к 1 ноября. В российские паспорта разрешили не вносить информацию о браке и детях. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин. По желанию гражданина в паспорте будут ставить отметки о ранее выданных и действующих загранпаспортах, а также данные об ИНН, группе крови и резус-факторе, которые и ранее отмечали в таком режиме. Для жителей Якутии открыта запись на обучение IT-профессиям. Получить IT-образование могут граждане России старше 16 лет. Учеба проходит в онлайн-формате. Половину стоимости компенсирует государство. Ведущие образовательные организации открыли запись на направление разработка мобильных приложений, Java-разработчик, бизнес-аналитик в IT и другие. Проект состоит из курсов, которые чаще всего выбирает молодая аудитория. Миноборнауки страны отмечает большой интерес обучающихся к программе студенческого туризма. Глава ведомства Валерий Фальков сообщил, что на портал studturism.rf заходят по 3-4 тысячи человек в день. По программе студенческого туризма путешествующие по России, обучающиеся в период летних каникул, смогут проживать в кампусах и общежитиях вузов по доступным ценам. Она продлится до 25 августа. Теперь переносимся в Якутию. Движение транспорта по улице Советская в Мархе временно ограничат сегодня с 12 до 18:00. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Якутска. Это связано с проведением работ по укладке футляров и устройства инженерных сооружений на участке улицы Советская, 13. В селе Амга отметили лучших спортсменов игр Манчары, а также победителей и призеров СХО-Лонхо. В 21-х играх Манчары честь Амгинского улуса защищали 60 спортсменов. По итогам сборная команда заняла 7-е почетное место и завоевала 21 медаль. Всех призеров и победителей наградили почетными грамотами и денежными сертификатами. Спортсменов, которые достигли высоких результатов в 21-х играх Манчары. Вот, сегодня собрались наши победители и призеры. Сегодня мы вручим им денежные сертификаты. Да? Вот. Ну, сегодня из-за коронавирусной инфекции сегодня это будет в основном онлайн мероприятие. Сегодня через инстаграм-страницу администрации вся население нашего улуса посмотрит своих героев. И завершим выпуск темой погоды. Жара ожидается в Якутии в августе. Температура почти по всей территории республики ожидается выше нормы на 1-3 градуса. Также после дождей, которые придут в регион в ближайшие дни, вновь установится жаркая погода. В частности, в центральных и северных районах, сообщает Управление гидрометеослужбы. К этой минуте у меня пока все. Подробнее о новостях расскажем в течение дня. Даша, Павел, возвращаю вам слово.
Спасибо, Сергей. Ну а сегодня в России, вспоминая вчерашний наш эфир и разговоры про календарь огородника, сегодня в России отмечается День дачника. Действительно, такой термин, как дача, уже очень тесно связан с жизнью многих людей, потому что это уже не просто какая-то, знаете, как увлечение, это реально жизнь многих россиян. Но это фактически ежегодная традиционная трехмесячная эпопея. Вот. Летом это второй дом, с этим спорить невозможно. А вообще понятие дача появилось в России в 18 веке, если я не ошибаюсь. И вот подробнее вообще об этом дне и о том, какие события сегодня в этот день произошли в разные годы, узнаем сейчас. 23 июля – Всемирный день китов и дельфинов и День дачника в России. По народному календарю, если кучевые облака заволокли сегодня все небо, это к сильному шквальному ветру. 23 июля 1774 года крестьянская армия Емельяна Пугачева взяла Казань. На следующий день повстанцев выбили из города царские войска. 23 июля 1851 года композитор Рихард Вагнер впервые записал лейтмотив с названием «Полет Валькирий». В 1881 году в этот день во французском Льеже учредили Международную федерацию гимнастики, а 23 июля 1952 года в Египте произошел военный переворот. В этот день в 1965 году на экраны страны вышла кинокомедия Леонида Гайдая «Операция И» и другие приключения Шурика. 23 июля 1985 года заступил на боевое дежурство первый полк межконтинентальных баллистических ракет «Тополь». 23 июля 1883 года родился Густав Кафка, австрийский философ и психолог. В 1889 году в этот день родился Юрий Анненков, русский график и живописец. 23 июля 1892 года появился на свет Владимир Климов, советский ученый в области авиационного мотостроения, конструктор и академик. 23 июля 1989 года родился Дэниел Рэдклифф, английский актер театра и кино, известный как исполнитель роли Гарри Поттера. Именины в этот день празднуют Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий и Петр. Ну что, Паша, мне повезло, потому что я... Ты успела переодеться. Как минимум, да. сюжета. Ну и вообще я очень тесно связана сейчас с темой дачи и вообще жизни этой прекрасной, потому что у нас есть такой проект «Замечательное подворье», и я посещаю немного таких, точнее, очень много дачных участков и знакомлюсь с людьми, которые прям действительно прям любят, живут землей, живут тем, что взрастает на этой земле. Тогда я просто должен поставить уже точку в этих шутках про календарь огородника. Да, Ты и, им кстати пользуешься. говоря, ты видишь, что я-то, в принципе, уже... Ты уже заядлый огородник, я Действительно, смотрю, дачник. хочу приобщить тебя к этой Меня культуре. тоже, да. Хорошо. Так, да. ну давай, мы на тебе не на будем... шею Давай. мне. Вот так. Ты то ли ковбой, то ли дачник, но сегодня ты будешь дачный ковбой. Дачный ковбой. Да, ну что, вот, все, ты в теме. Ну и сегодня я бы хотела поделиться с тобой рецептом. Я Вот. вижу, да, что это будет что-то кулинарное, Да. судя по тарелкам и разным ингредиентам, но что конкретно? Действительно, ну вот смотри, у тебя вообще есть дача? Нет. Ты сейчас не знаешь, что Я сейчас... же вчера рассказывал, 15 лет где-то еще буду ждать. Ну, сейчас, в принципе, многие дачники собирают урожай кабачков. Вот действительно, в этом году это прям очень хороший год был для именно кабачков, потому что погода позволяла, и они вырастают очень хороших размеров. Но я сама лично видела. И вообще, Как потребляешь отношусь? ли ты кабачок Вот, в своем слушай, кабачки рационе? я вообще очень не люблю от слова совсем, но при этом я очень обожаю, причем, возможно, даже больше, чем любую другую кабачковую икру. Так, кабачковую икру, значит, любишь. Ну что, вот тот самый красивый кабачок. Отдельное спасибо хочется сказать нашему телезрителю Георгию Оларь, потому что именно он Выращивает такие замечательные выращивает. кабачки. Так он не просто выращивает, он еще и меня угощает. Ну, очевидно, Поэтому, раз ты с да. его кабачком стоишь Передаем здесь. Георгию привет, спасибо вам большое. И сегодня я хочу, чтобы ты все-таки полюбил кабачки. Мы сегодня приготовим с тобой кабачки в йогуртовом кляре.
что-то интересное. Да, то есть такое сочетание возможно. Держи. Держу. Твоя задача сейчас, как ты думаешь, первостепенно, что нужно Скорее сделать? всего, нарезать, нашинковать и так далее. Неверно. Видно сразу, с кабачками не работаешь. Что делают с кабачками в первую очередь? Ну нарезают, бросают Нет, либо на... Паша, этот- нет. Очистить надо. Для этого существует такой прибор. Умеешь? Овощерезка. Это я умею. Да, Только ну, действуй. Значит, твоя задача сейчас почистить быстренько почистить тот самый кабачок. А ты так, вероятно, будешь делать кляр. Да, ну а вообще и ты человек очень начитанный. Какие факты ты вообще слышал, знаешь о кабачке? И я попробую как бы сказать, правда это или нет. Ну, во-первых, я знаю о рекорде по размеру кабачка. В 98 году он был установлен. Это был кабачок весом 61 килограмм. Представляешь, То есть, какой должен быть кабачок? то есть это примерно половина меня, даже больше половины меня, много. Так, еще что значит? У нас полезны они, калорийны, думаешь, или нет? Нет, они не калорийные, Верно. потому что кабачок является, наверное, присутствует почти во всех диетах, которые существуют сегодня в мире. Его калорийность, она настолько ничтожно мала, что на 100 грамм кабачка вы получаете 22-26 калорий всего лишь. Хорошо. Так, какие полезные микроэлементы содержит кабачок? Ну, вот насчет полезных микроэлементов точно не скажу, но, несмотря на отсутствие кислого вкуса, в кабачке очень много витамина С. Молодец. Ну вот видишь, а почему ж ты его не любишь-то так? Ну вот вкус Из-за мне вот его этой- не нравится. Да? Да. Вкус? Но Да, я думаю, что ты просто не умеешь его готовить, поэтому сегодня у тебя есть я. Ну, по-моему, тебе пора помочь. да, потому что что-то проскальзывает и уже роняется. Что-то пошло не так, да? Так, ну хорошо. Вот так мы делаем. Салфеточку возьми, пожалуйста, с этой стороны. Ну, мы будем... Да. Так, Ну, мы... слушай, я вижу, что ты с кабачками занимаешься. Ну, очевидно, это уже стало, что лучше меня, потому что прям мастерски уже начистила. Так, смотри, следующая твоя основная задача. Тебе нужно будет аккуратно порезать на палочке. На палочке. Именно не кругляшки. Обычно мы используем при жарке круглые, да, вот такие формочки. Ну а да, я тебе обычно предлагаю палочки. для гриля и так далее. Сможешь ли ты порезать палочки? Я постараюсь. Потому давай. что у меня как раз-таки с кубиком палочками всегда бывают проблемы. Насколько крупные должны быть палочки? Ну, они должны быть толстыми палочками, Ну, то есть как минимум. где-то Вот так. вот такие. Да. Сколько сантиметров? Ну, 1,5, допустим. 1,5 сантиметра. Все. Вот не надо все, пожалуйста. Ну, давай вот так вот. Хорошо. Далее, палочки, Паша. Палочки. То есть, потому что ты сам понимаешь, что когда ты в кляр опускаешь, Кляр со удобно всех палочки. сторон, ну, тоже где-то 1,5 Да, сантиметра нам надо. вот так. Умница. Справляешься отлично. Ну, вот, кстати, поварским Прошу, ножом я орудую прошу вот сюда. получше. Итак, давай. Молодец. Умница. Так, и вот еще палочки. Вот так. Далее, Паша, ты должен посолить. Так, сколько? Насколько сильно я должен посолить? Ну, на глаз. На глаз? Конечно, давай. Так. Ну и, вероятно, потом это все перемешается, правильно? Да, действительно. И Тогда необходимо лучше вот с этой обязательно стороны. посолить. Так, отлично. И оставить минут на 10. Как Чтобы ты он думаешь? дал сок, Действительно. очевидно. Кабачок, он такой очень сочный, да? Далее, для того самого кляра мы используем с тобой 2 яйца. Прошу. 2 яйца. яйца? Один это так, для красоты. Для красоты. Так, 2 Причем яичка. желток с белком вместе. Все верно. Хорошо тогда. Вбиваю сюда. Да. 2 яичка используем. Затем Затем молодец. йогурт, мука. Да, вот тот самый кефир. Мы добавляем... Но вначале было заявлено о йогурте. Ой, ну, кефир. Кефир, либо йогурт, но не Ну, фруктовый, это хорошо? оба кисломолочных Да. продукта. поэтому Значит, мы да. используем полстаканчика на 2 яйца, полстакана кефира, либо йогурта. Ну вот у меня кефир, он просто Да, и у будет тебя густенький. как-то почти Да. стакан. Почти стакан. Вот так вот. Далее ты все это должен немножечко взбить вилочкой. Вот. Но это ты умеешь, чувствуется, что омлет. Нет, я на самом деле очень люблю на кухне работать. Я люблю готовить редко очень, но метко какие-то интересные блюда, поэтому... Ну и смотрю, соответственно, кулинарные какие-то видео, шоу и так далее, поэтому перенял какие-то вещи. Так, а далее все очень просто. Ну, для тех, кто готовит часто еду в кляре, вот насыпаем мы в тарелочку муки. Вероятно, муку еще подсолить нужно. Нет, у нас же кабачки уже посолили мы. Так, смотри, для
так сказать, красоты я предлагаю добавить еще морковки и зелени. Да? Ну, ты понимаешь, для чего это, да? Ну, это украсить, да. Да, украсить больше. Ну вот морковочку мы почистили, значит. Терка, Паша. Терка. Терки, к сожалению, у нас под рукой нет. Потому что Паша забыл ее, видимо, да? Ну, она используется в приготовлении других Да, ну, блюд в нынче. принципе, дорогие друзья, можно вот в этот кефирчик добавить какие-то пряные травы на любой вкус, добавить морковочки, в принципе, потереть, только главное мелко, чтобы она была меленькая. Насколько мелко? Зелени, ну, вот на самой-самой мелкой терочке. То есть это должно быть для красоты. Так, Далее, ну, я Паш, думаю, база кляра у нас готова. подержи, пожалуйста. Наши кабачочки уже, видишь, такие сочные. Затем, все очень просто. Опускаем в кефирчик, обмакиваем хорошенечко. Затем быстренько в муку и сразу на Огонь. огонь, на сковородку. Но в связи с тем, что мы находимся в рамках нашей студии, здесь непозволительно. Разжигать открытый огонь. Да, поэтому техника безопасности не позволяет нам, но мы визуально это покажем. Покажем. Вот так. Хорошо. Итак, все нужно делать очень быстро. Насколько быстро? Очень быстро. На каком огне самое главное и сколько с каждой стороны обжаривать? Но здесь обязательно должен быть медленный огонь, потому что иначе все у тебя сгорит. Ну и, конечно, нужно обжарить со всех сторон до золотистой корочки. А корочка будет в любом случае. Ну давай. Теперь, значит, мы берем. Да, ручками Я прям. вот возьму прям квадрат. Красивый, У меня да? толстый Он еще квадрат выбирает возьму. квадратик. Конечно, я его ручками вот так-то обвалял. Да, В муке я его обвалял. обвалял. Что мука как-то у меня не очень. И представим, что у нас здесь шкварчит маслица. Я подзвучу эту историю. Вот так. Как-то Потом, так значит, это ты все выглядит. это дело переворачиваешь, обжариваешь эти палочки и подаешь со сметанкой. По сколько секунд, опять же, Ну, ты скажешь, же Арны, будешь еще раз? визуально видеть. Ты перевернул, Ну, допустим, золотистая по корочка. сколько секунд ориентировочно готовишь ты? Настоящие повара никогда не работают по граммовкам, по миллиметрам и по времени. Все от души, все с любовью. Визуально По увидеть. поводу граммовок я бы хотел бы это рассказать шеф-повару любого ресторана, который Все на глаз, работает. все на глаз. Вот так вот. Обжарили, перевернули и все. То есть главное довести до золотистой корочки с каждой стороны. Да. Я предлагаю нам с тобой отправиться уже поскорее домой, дабы... Дожарить и съесть это все. Ну а прямо сейчас мы с вами уже готовы на этой кулинарной ноте распрощаться. Пожелать вам отличных выходных, хорошего дня сегодня. Мы с вами встретимся. Дарья через неделю вас увидит, я только в сентябре, дорогие друзья. Ну а прямо сейчас музыка на нашей крыше. Слушаем, наслаждаемся, встречаем пятницу, последний рабочий день. Хороших выходных вам.